Мир через призму добра. Цель фестиваля – участие молодежи в процессе становления спокойствия и справедливости во всем мире. Молодые люди из разных регионов СКФО прислали свои видеоролики, в которых затрагивают самые актуальные темы молодежи – терроризм, экстремизм, аварии на дорогах и также бытовые проблемы. Ученица 3-й школы Экажева Заида Муталиева уже второй год представляет на фестивале команду самых молодых участниц. Мы сняли видеоролик по направлению «Бытовая ссора», так как мы считаем, что в первую очередь в конфликте, в бытовой ссоре страдают дети. Команда наша называется «Голос современности», и мы как и в прошлом году, так и в этом году принимаем участие в этом фестивале, и единственные школьники, хочу сказать, среди учащихся. Участники из Чеченской республики представляют на суд зрителей видеоролик, где призывают молодежь сказать «нет терроризму». Молодые люди уверены, что эту проблему Северокавказской республики должны решить вместе и сообща. Молодежь нужно держать под особым контролем, и здесь речь идет не о каких-либо запретах, наоборот. Каждый день доступным языком нужно объяснять, что террор – зло. Так как терроризм и экстремизм являются глобальной проблемой среди молодежи. Именно исходя из этого мы выбрали эту тему и довести до каждого человека, что экстремизм и терроризм не должно быть на территории наших республик. И один из лучших видеоматериалов про терроризм презентовали дагестанцы. Приехать у молодых людей не получилось. Вместо этого отправили видеообращение. Терроризм больно ударил по нашим регионам, по Кавказу в целом. И подобный продукт, вообще возвращение истории человека, который после определенной террористической деятельности решил вернуться, исправить свою жизнь, исправить саму. Вообще история была взята не случайно. Мы хотели показать, что есть путь назад, есть путь обратно. Можно всегда раскаяться. Если на человека нет крови, то он может быть адаптирован к мирной жизни, и можно вернуться к мирной жизни. Частые ДТП, десятки покалеченных и погибших. Фотограф Заур Плиев обозначает проблему, которая стоит в республике особенно остро. Отношения между водителями и пешеходами. Парень уверен, что статистика ДТП сократится, когда стороны научатся уважать друг друга. Я просто очень прошу наших водителей, конечно. Я, конечно, сам не за рулем, я по большей части пешеход, чтобы они помедленнее ездили. Фестиваль проходит в республике во второй раз. В этом году 7 команд представляют короткометражки на разные темы. Молодежное правительство республики выступает организатором конкурса совместно с фондом «Генезис». Фестиваль позволяет изучить проблемы общества изнутри и придумать способы их решения. На сегодняшний день в нашем мире очень много конфликтных ситуаций, начиная от терроризма, заканчивая простыми бытовыми ссорами дома. И наши участники выделяют эти проблемы, они для них на самом деле актуальны, и они предлагают решение этих проблем. Можно любую ситуацию, любую конфликтную ситуацию абсолютно решить мирно, чтобы не пострадали этого люди, чтобы не было необратимых последствий. Главное – найти к человеку нужный подход. Лучшие видеоролики будут отбирать сотрудники Миннаца, опытные фотографы и телевизионщики. По мнению членов жюри, большой плюс фестиваля заключается в том, что молодежь сама обозначает проблему. Это говорит о неравнодушии молодых. Есть такое понятие, как, можно сказать, как конфликт поколений, да, постоянно есть такое, нет, наоборот, взаимопонимания между старшим и младшим поколению. Поэтому, когда вот такие вопросы поднимаются именно вот молодежи это намного эффективнее. Это дает лучший результат, потому что они говорят уже на своем языке. Они обращаются к своим сверстникам. У них практически одно понимание. Руководитель фонда «Генезис» отметил, что фестиваль учит добру, которое побуждает быть правильным и полезным для семьи, друзей и общества. Любая тема возникает на уровне какого-то запроса. Сегодняшний запрос и дух времени требует, чтобы именно мы вспоминали ежедневно, да, что такое добро и творение добра. Да, научили на своем опыте, показали, да, что творить добро – это самое главное в нашей жизни. Для участников фестиваля также устроили небольшой тренинг, посвященный толерантности. В триумфальном ритуале римских полководцев вручали, и глашатай озвучивал триумфатору: «Помни, что ты только человек». А в закреплении материала ребятам дали задание – нарисовать эмблему толерантности, показать, с чем у молодых ассоциируется это слово. Мы представили тут землю, как вы поняли, да? И дело в том, что земля – это и есть толерантность. Подводя итоги фестиваля, победителей наградили ценными призами. Индира Манкива, Тимур Карахоев, Новости 24.